тестирование на знание как раз таки вот, международных документов и вообще всех требований к органам, к сотруднику органов внутренних дел по предотвращению пыток. И при перемещениях на должности, и при замещении других, там, например, каких-то штатных единиц, при замещении должностей также применяется, проходит они тестирование на знание нормативных актов по предотвращению пыток. Также создана комиссия у нас по обеспечению соблюдения законности, основная задача которой заключается в оперативном рассмотрении всех действий сотрудников органов внутренних дел, связанных не только с совершением преступлений, но и любых противоправных, в том числе дисциплинарных проступков. Систематически проводятся встречи руководителей МВД с личным составом органов внутренних дел. Сейчас уже, как, может, вы знаете из прессы, на постоянной основе проводятся встречи с молодежью, по правам человека проводятся конференции различные. И также, как уже было сказано представителям Генпрокуратуры, что у нас в ВВС установлены камеры видеонаблюдения, и теперь уже при поддержке ОБСЕ у нас пилотные районы выбраны для того, чтобы установить двусторонние зеркала с видеозаписью и звукозаписью в местах не только содержания, а в комнатах допроса также. И также при опознании, при вот этих всех следственных действиях предусмотрено обязательное присутствие адвоката и законного представителя. То, что касается, да, действительно была разработана совместная инструкция. Все органы, которые занимаются расследованием, они являются, с ними была согласована, и единая инструкция для этих органов разработана, действует. Что касается содержания под стражей, то у нас, как вы знаете, ИВС, есть их 66 по республике, и у нас с целью недопущения нарушения прав человека, соблюдения законности в отношении лиц, задержанных по подозрению в совершении преступления, а также лиц, в отношении которых избрана мера пресечения содержания под стражей, в органах внутренних дел осуществляется двойная регистрация задержанных. Это в дежурных частях органов внутренних дел ведется книга доставленных для регистрации задержанных лиц, где указывается фамилия, имя, отчество, паспортные данные, за что, когда и кем задержан, время доставки, принятое решение, время отправки в ВВС или освобождения, дата составления протокола. При водворении в ВВС задержанный повторно регистрируется по тем же данным, а также делается отметка о водворении в СИЗО, либо об освобождении. Данная процедура обусловлена соблюдением требований главы 11 задержания лица ОПК. И, как я уже сказала, вот камеры, они не везде сейчас установлены, но, тем не менее, сейчас уже министром дано указание, чтобы везде, где проводятся следственные действия, устанавливаются, чтобы установлены были камеры. Также в МВД... Сколько учреждений уже обеспечены камерой в системе МВД и сколько в системе прокуратуры? Ну, где-то, наверное, около 30, так, 66. Также одной из форм взаимодействия вообще для полного учета жалоб и обращений граждан у нас создана круглосуточная горячая линия министра внутренних дел 222-22-22 номер это, и она круглосуточная, люди могут обращаться по всем вопросам, сайт с обратной связью также. И также у нас сейчас мы возродили такую форму взаимодействия, как народные дружины и внештатные сотрудники, которые также могут сообщить в любое время, дать информацию о каких-то нарушениях.